Значит, сегодня мы поговорим о Удмуртии, удмуртском национальном характере. По поводу, и говорить будете в основном вы, а я буду вас слушать. Подумав, я тут, значит, какая штука по поводу персонажа и того, по поводу нашего продвижения в сценарии, я снимаю длинные лекции специально для вас. И те, кому действительно интересно вникнуть в систему, по которой я работаю, как я все это делаю, есть лекции, они очень длинные. Вот на персонаж у меня аж 2 их. И там просто рассказывается про то, ну, очень подробно я разбираю каждую строчку, почему я это делаю так, а не иначе, и как это все будет работать. И можете, кому интересно, реально посмотреть. Я знаю, кто-то смотрит, очень приятно. А сегодня я бы хотел, во-первых, обсудить истории, которые я получил от Саши и от Димы, которые не поленились и прислали страшную историю про удмуртов. И второе, я бы хотел просто с вами поговорить, потому что мне интересно разобраться, какие они удмурты, как вы это видите, как вы видите себя. И в качестве такого я решил, что я начну выдавать бонусы за лекции. Вот. А бонус будет такой. Все, кто сегодня присутствует в этом зале, и все, кто сегодня будет... Нет, вот так, вот даже мы еще круче сделаем. Все, кто сегодня будет участвовать в обсуждении, может наименовать одного персонажа в истории. Какого может своим именем, может самому придумать. Вот. Такой у нас сегодня будет розыгрыш имен. Кто что-нибудь скажет, кто что-нибудь расскажет, может сказать, я хочу назвать персонажа так. И мы его так назовем, это будет сценарий. И вообще я решил, что буду больше пихать в то, что я делаю, больше вас, больше вашего творчества, больше того, что вы сами предложите. Поэтому на следующую лекцию, на следующий мастер-класс будет задание такое. У вас есть, всем меня слышно, да, хорошо? У вас есть одна вещь, которую вы можете вставить в будущий фильм. Какая-то деталь, фраза, какая-то мысль, какой-то человек, какое-то лицо, какое-то место. Все, что вам захочется. Вы эту вещь сформулируете, мне расскажете либо на мастер-классе, либо ВКонтакте пришлете, и я это вставлю в фильм. Вот такое у нас будет новое правило. Вот, но я понимаю, что мы все будем, корректные люди, не будем сильно выбиваться из жанра и задумки. Но мне хочется, чтобы в этом было больше. Я тоже почитал интервью. Это замечательная женщина, которая продвигает свое кино. И мне кажется, что нужно больше добавлять аутентичность вещей, больше вникать в ваши собственные переживания и больше, чтобы это всегда была ваша история. Меня беспокоит, что я перехожу в режим монолога, а я очень люблю в режиме монолога работать, и это неправильно. Я буду с этим бороться. То есть на лекции я буду в режиме монолога, а дальше сейчас я собираюсь вас слушать, все записывать, потому что все хорошее, как вы можете заметить по лекциям, кто смотрел, все хорошее, что мне приходит в голове, основывается на том, что вы мне говорите о вашей истории и во всем остальном. Меня глубоко тронуло интервью этой женщины, которая сказала, что это наше родное, а не мы тут москвичей завезли. И я не хочу быть москвичом, которого завезли. Просто чуваком, который учит вас делать более грамотно все и правильно с точки зрения драматургии, чтобы это было интересно и захватывающе. Но я бы хотел, чтобы там были ваши истории, ваши имена, ваши слова, ваши мысли, ваши чувства. И мы будем над этим работать постепенно. Вот такой у меня план. И сегодня я бы хотел, во-первых, обсудить историю Саши, потому что, к сожалению, история Димы, она скорее к прошлому занятию относится. Страшная история. Речь шла о женщине, которая в Чернобыле, о Чернобыльском в Удмуртии. Мы обсудим историю Саши, которую он мне прислал. Я не знаю, кто ее еще пока больше не читал, я ее перескажу вкратце. И потом я бы хотел послушать ваши истории. Вы помните, в прошлый раз наша была задача рассказать о знакомом вам удмурте, о том, кого вы считаете таким настоящим удмуртом, как это, true удмурт. Вот, и мы это все послушаем, я это все запишу. И на следующей лекции, когда мы будем разбирать мир персонажей, я думаю, что кто-то из них там появится. И на следующей лекции мы уже будем именовать персонажей, и кто вот сегодня хорошо поработает,
тот на следующей лекции персонажа поименует. А кто следующее домашнее задание выполнит, тому уже в блоке сюжета тоже будет свое место. Вот. Вот такой у меня план. Вов, Влад, что отлично. ты Да, думаешь по этому да, поводу? отличный план, мне все нравится. К нам присоединился оператор-постановщик, наш хороший знакомый Дима Грачев. Он скоро убежит. Я предлагаю сначала вначале дать ему слово, чтобы он высказался, и уже перейдем к нашей лекции основной. Вов, и я говорил, что к нам придет мега крутой эксперт Татьяна Владыкина. Татьяна разбирается, ну, да, так что вот по максимуму загружай этого человека, мы чем можем, поможем, но Татьяна эксперт. Татьяна, можете вот сказать, в чем вы эксперт? Потому что я сейчас наговорю много всего сумбурного. Да, расскажите, чем вы занимаетесь, пока Дмитрия мы ждем. Я бы хотела вначале тоже послушать, а потом уже как-то вступить в разговор, в обсуждение, потому что я пока... Ну, то, что вот вы показали, да, якутский фильм «Начало», я поняла, и я все-таки влезла в интернет и посмотрела, что вы собираетесь делать. Вот, и поскольку вы собираетесь снимать фильм, как говорится, «Страх», да, то у меня есть вопросы по этому поводу. Значит, чем отличается страх от ужаса, от боязни, и что это такое, и что такое мифология, потому что если представлять это просто как образы, то это значит ничего не представлять о мифологии. Поскольку мифологические сюжеты, и вернее архетипы, они абсолютно одинаковы для всех народов. Просто частности какие-то могут быть удмуртскими, частности могут быть якутскими, но в принципе и персонажи, так сказать, и образы, и атрибутика, и все остальное, как говорится, и вкус, и цвет, и слух, и голос, это все будет одинаково. Так что мне просто надо будет, наверное, вникнуть в те образы, в которые вы хотите представить, то есть весь этот сценарный план, на чем он будет выстраиваться и как он будет представлен. Вот пока я вижу такую функцию. Мы очень счастливы и горды тому, что вы нашли время и тратите свою научную, можете будете нас консультировать, и все, что вы скажете, будет учтено, и я это обязательно исправлю. В прошлый раз Николай дал ссылку на книжку, совершенно феерическую. Я вот сейчас просто, у меня, к сожалению, я отдельно список литературы не выписывал, поэтому у меня он просто в одном файле. «Диалог миров. Матрицы коммуникативного поведения удмуртов». Я вообще давно не читал такой качественной научной литературы, признаться. Давайте я сразу отвечу на вопрос, потому что мне кажется, что это очень важный и интересный вопрос, над которым я сам постоянно размышляю. Вопрос первый про страх и чем он отличается от ужаса и отвращения. Он отличается тем, что страх имеет некоторую дистанцию. Ужас и, допустим, отвратительные события документального фильма про маньяков или преувеличенный трэш и слэшер, он не ставит некоторый барьер, границу между жертвой и тем, кто эту жертву каким-то образом убивает и расчленяет. Страх более тонкое чувство, более это скорее эстетическое ощущение. С тревоги, неуверенности, беспокойства. Меня слышно? Меня вы зависли? Все вижу, не зависли. Страх – это более отдаленная категория. Она чем-то похожа на страх между страхом и ужасом, чем-то разница похожа между драмой и юмором. То есть можно рассказать историю комедии, например, Гайдая или Чарли Чаплина, криминальный сюжет для НТВ, операция. А можно рассказать это чуть-чуть на дистанции, и это получается смешно. То же самое касается ужасов и страха, и ужаса. Ужас – это смерть любимого человека или на тебя бежит маньяк с топором. Страх – это когда есть некоторая дистанция, когда зритель испытывает переживание, но испытывает его не физически, а как бы эмоционально и интеллектуально. Есть некоторая дистанция между зрителем и происходящим. И в этом смысле история про мифологию, я перехожу к ответу на второй вопрос, как мы будем использовать мифологию. Мифология и дает некоторую дистанцию. Когда мы говорим, маньяк рубит топором девушку, вот ангарский маньяк, это ужас, ужасно, отвратительно. Когда это же самое делает мифологический персонаж, есть дистанция.
И это позволяет человеку не настолько подключаться к ужасу происходящего, а пережить почти приятную эмоцию. Эмоцию, что было страшно и перестало быть страшно. Поэтому мы используем вымысел, мы используем некоторые условности для того, чтобы отделить зрителя от ужасов происходящего, чтобы его переживание было почти приятным. Вот, я ответил на вопрос? Да, спасибо. Мне очень интересно, потому что это совершенно другой взгляд, который отличается от моего, но это совсем не значит, что мы не можем понять друг друга. Вот. И поскольку вы действительно передаете это вот уже средствами, вот, которые вы используете, тут надо будет, наверное, мне тоже перестраиваться и воспринимать ваши доводы и аргументы для того, чтобы принять это для себя и посмотреть, может быть, на какие-то факты с другой стороны. Так что, видите, я все-таки в своей сфере, и для меня мифология, вот когда говорят, что мифология – это как бы объяснение, да, обычно в учебниках там и так далее, что мифы – это то, что люди объясняют для себя, какой-то факт, какое-то явление. Мифология для меня – это чувствование, это как раз переживание. И вот то, о чем вы говорите, то есть это страх, это ужас, это боязнь, это чувствовать, это вы знаете, как артистов попросят сыграть, как говорится, любовь. Не, как говорится, не постельные сцены, а именно любовь как чувство, как переживание. Как это сыграет актер? Это очень важный момент и для спектакля, и для фильма. И, собственно, вот ужас и страх, я думаю, это тоже как раз чувствование. Это переживание именно моего организма, моего «я». Причем не просто меня как абстрактного человека, а человека, которому страшно. Вот это те чувства человеческие, которые, как говорится, ужас, голод, любовь и остальные чувства, вообще восприятие вкуса, восприятие вообще вот видео, так сказать, аудио, видео, все эти восприятия, это как раз та основа, на котором зиждется мифология, мифологические образы. И если этого нет, то есть то, что вот вы собираетесь снимать ужасные какие-то такие сюжеты, истории, это должно быть не повествование, я так думаю, а нечто, что затрагивает вот меня до глубины души, как человека, как живое существо. Независимо от того, кто я, удмуртка там, русская, как говорится, русская, татарка, марийка или еще кто-то. То есть вот, ну хотя, конечно, это все равно должно быть через сюжет, но как это будет выстраиваться, я пока не знаю. Я просто хочу сказать на эту тему по поводу, меня действительно, то, что вы сказали про частность и уникальности, меня какое-то время заинтересовала концепция Березкина, который изучал вот мифологию всех стран, пытался вывести метасюжет. Я изучал это как сценарист, мне было интересно поймать этот метасюжет, понять, существует ли он вообще. И вот идея про... Ну вот меня зацепило две истории про змею и птичек, про мифом, как это, водоносцы, да, это, по-моему, называется, когда птички землю вытаскали из-под воды. Из-под земли. Вот. И да, что была вода, и птичка нырнула, вытащила землю. Ну что, это очень древний сюжет, который там в палеолите еще, видимо, существовал. И идея про то, что вы говорите про абстрактного человека, что мифология и взгляд на мифы, он помогает понять не только конкретный народ, но через эту призму понять, кто вообще такой человек. Почему мы все видим смерть как образ змеи, которая сбрасывает кожу, почему змея бессмертна. Это же тоже один из древнейших мифов. Миф о змее, которая научилась сбрасывать кожу, человек не научился сбрасывать кожу. И человек стал смертным, змея не стала смертным. Бог грома, который борется со змеем. Везде, от Африки до Скандинавии. Бог грома, который побеждает змея. Георгий Победоносец – это тот же образ.
из века в век, из тысячелетия в тысячелетие. И удмуртская история, то есть почему я так цепляюсь за удмуртскую, почему мне так хочется, чтобы это было сердце народа, чтобы это была история именно вот внутренняя, ребят, ижевская, удмуртская, потому что через эти вещи, через тот же образ Пылысмурта, который одной ногой в царстве мертвых, другой в нашем мире, через образы, ну, вот этих похоронных обрядов, которые мне сейчас очень зацепили дико, я уже хочу про похороны удмуртские писать, то я вижу в этом тоже грань между жизнью и смертью. И ужастики, почему меня цепляет в том числе, почему я так заинтересовался этой темой, потому что ужасы — это всегда грань между смертью и жизнью. И страх — это то, что отделяет. Страх — это та самая половина человека, которая проходит посредине, где еще не смерть, еще не жизнь. Это то чувство, которое мы испытываем, именно перешагивая эту черту. И что я очень сейчас абстрактно говорю, это немножко художественно все, это не очень научно, но мысль в том, что наше современное, если совсем как я это вижу, откровенно сказать, то я вижу современное искусство, современную, в том числе кино особенно, как, в общем, прямого наследника мифологии. Просто мы сменили наших богов на супергероев. Мы сменили наши какие-то обряды, ритуалы на просмотр сериала. Но мы хотим поговорить о серьезных вещах. Мы хотим поговорить о том, что такое быть малым народом, что такое быть младшим братом. Для меня удмуртская культура – это культура младшего брата, я же ребятам говорил. Это когда есть всегда старший, вот русский старший татарин, а третий вовсе был удмурт. И это уже не младший брат. Вы древнее, мудрее, вы сложнее, чем сами о себе думаете. И мой взгляд, когда я вот общаюсь с ребятами, мы уже довольно давно общаемся, я просто очень верю в вас. То есть я каждый раз в воскресенье бросаю все дела, готовлюсь к лекции, занимаюсь, потому что я верю в то, что люди, которые здесь собрались, они сделают классный фильм. И в то, что они это сделают, потому что им не все равно. Потому что кто не все равно, он всегда побеждает. Того, кто такой отжратый москвич, который все знает о жизни. Нет, я хочу услышать голос местности, голос вот этой жизни настоящей. Для меня то, что мы сейчас делаем, сравнимо с борьбой, ну, я приведу такой странный пример, но для меня это сравнимо с борьбой вот чернокожих в Америке или там ЛГБТ-сообщества за свои права. Для меня просто многие эти проблемы в России немножко по-другому выглядят, но это борьба младшего брата за право быть равным. Не старшим всех победить, нагнуть, быть равным. Я удмурт, и это круто. То есть для меня, если основной посыл выделить общий фильм, то что удмуртам быть классно. Классно ощущать себя, классно говорить на своем языке, классно свою культуру любить. Я, конечно, да, у меня свой взгляд, потому что я-то зажатый москвич, ну, питерец, хотя сейчас сам в Сибири живу. И, конечно, для меня это не совсем, ну, то есть, конечно, для меня это совсем по-другому, чем вот Дарели фильм делал, я вот посмотрел про деревню удмуртскую. Для меня это немножко другое, поэтому, конечно, мой герой идет от отрицания. Мой герой идет от того, что он не очень в это верит, он не очень это любит, но мне кажется, так будет понятнее просто любому. Ну, то есть если я начну совсем изнутри, это будет внутричковое кино. Мне хочется делать его более широким, чтобы был больше резонанс. И вот сейчас мы и приходим к теме истории, о том, что сегодня хотелось как раз услышать про то, что такое удмурт, кто он такой. И вот, и опять же, к лекции я вкратце объясню, что есть система, по которой я работаю, система Good Story Media, которая предполагает, что фильм пишется, начиная с идеи, проработка идеи, персонажа, сюжета, и только потом диалог. И поработав, значит, в глазах у ребят про персонажа, я пришел к выводу, что моя героиня, она дословно сдержанная и правильная. И если что такое сдержанное, я примерно понимаю, то мне бы очень хотелось понять, что такое для удмурта правильно. Как правильно поступать, если ты удмуртская девушка. Мне бы очень хотелось это понять, потому что я сейчас и закончу. И ввиду этого, поскольку она всегда поступает сдержанно и правильно, мне бы очень хотелось с этим разобраться. И поэтому я как раз обращаю вопрос к ребятам, которые здесь собрались. Сейчас мы, когда закончим преступление, я скажу историю Саши, которую я прислал.
и на ее примере мы разберем, что я имею в виду. Вот. И я очень благодарен вам и очень благодарен всем, кто вообще участвует, потому что такие вещи, как мы делаем, они ценны даже не столько самим фильмом. Они ценны тем, что собираются люди, которые что-то могут делать. И, допустим, мой вклад какой, я объясняю, как делать правильно, ну, как правильно с точки зрения драматургии, хотя бы как я это вижу, да? А ваша задача – это вложить туда себя, чтобы после того, как вы прошли этот путь, вы могли это сделать всегда. И я всегда открыт к любым комментариям, ребята не дадут соврать, я меняю вообще только так. Если что-то неправильно, я просто убираю. Мне вот Николай сказал, это неправильно, я убрал. Дара Ли сказала, там нужен стыд, я добавил стыд. То есть это всегда, это просто коллективное творчество. И я безумно благодарен тому, что вы внесете свой вклад, хотя бы тем, что прочитаете сценарий, вы разнесете его с точки зрения мифологии, и мы постараемся все исправить, все сделать, чтобы это было не только корректно с точки зрения национальности, как вот мы удмурты, мы сняли фильм, а чтобы это было научно, интересно, грамотно, четко. Все круто. Я предлагаю пока всем подумать над домашним заданием. Кто еще не подготовился, есть время. Сейчас у нас выступит Дмитрий. Как бы вы описали удмурта, который выделяется среди ваших знакомых? Мы понимаем, что есть круг удмуртов, но кто-то из них все равно выделяется. Чем выделяется? Вот, пока все думают, к нам присоединяется Дмитрий, наш друг, коллега. Вот, прости, пожалуйста, одну секунду. True удмурт. True удмурт задача. Да, настоящий. Что такое? Супер удмурт. Концентрат. Дим, привет, ты нас слышишь? Да, привет. Если это ко мне, слышу. Как связь? Все отлично. Да. Я удмурт, но я не имею вообще никакого представления, какой это должен быть этот удмурт. Вот. В свою очередь, готов вам рассказать, хотел вам рассказать о страхе, который я испытывал, когда я принимал участие в съемках. Эпизод, который мы снимали. И, на мой взгляд, у нас очень неплохо получилось напугать зрителя. И я это лично проверил на себе, когда мы снимали эпизод, и у нас было столкновение с неким мистическим существом. Я испытал, когда смотрел это видео уже на посте, я испытал мурашки по коже. И понимал, что мы добились страха. А страх был, собственно, очень просто на взаимоотношении, на столкновении. Но на самом деле я сейчас не готов, уже не был настроен рассказать все пошагово. Я написал хорошее вам письмо, сообщение Владимиру в этом плане. И могу, конечно, попробовать повторить рассказ. Хотя я единственное, что понимаю, что я ухожу тогда сейчас в сторону тех идей и вопросов, которые вы уже сейчас обсуждаете на этом этапе. Вот. Страх произошел очень просто, когда мы начали укрупнение на нашего героя, на нашу сущность, пытаясь выйти на доброжелательный контакт, сущность в какой-то момент начинает бросаться на тебя. И тут просто идут мурашки по коже, адреналин, и мы начинаем убегать, герой начинает убегать, мы убегаем вместе с ними, и очень долгое время можно испытывать эти мурашки по коже. Страх именно на крупном плане, когда сущность, которую мы можем увидеть, она у нас, наверное, как полисмурт. И если этот полисмурт на крупном плане будет бросаться прямо на нас, прямо на нашу камеру, глядя на нас, более чем уверен, что мурашки по коже испытают все. Вот. А вообще много, на самом деле, уже начинаю задумываться об ваших сценарии, представлять, визуализировать. И мне очень нравится такая визуализация высохшего дерева в лесу, которое высохло на корнях. И в себе и цвета она абсолютно серого. Там нету влаги больше ни капли, все высушено, но дерево продолжает, сломанное, надломленное дерево продолжает стоять в земле, с корнями в землю.
и оно разрублено пополам. Предположительно, это может быть молния, которая попала. И вторая половина, которая еще находится, она вырезана неким, как я послушал, что есть жрецы в Удмуртии, вырезана жрецом в виде образа полисмурта. Лицо, одна рука, одна нога. И мне кажется, это будет очень хорошим тотемом, если наши герои в каком-то месте в лесу встретятся с таким тотемом. И туда можно, в принципе, вкладывать много разных слов, диалогов и значений, и атмосфера. Вот. В целом мне нравится то, что происходит сейчас на этапе развития. И очень много мыслей в голове происходит. Я думаю, что мы сделаем очень классное кино и будем вместе дальше контактировать. Владимир, тебе лично предлагаю списываться как можно чаще, делиться. Я буду делиться с тобой своими ощущениями визуальными, образами, и, может быть, чем-то подсоблю в этом плане, чтобы именно с точки зрения фильма сценарий больше приукрашивался. Вот, наверное, пока все, что я хотел вам сказать. Дальше готов послушать вас, продолжить. У меня, к сожалению, не так много времени, поэтому мне бы хотелось послушать именно вас. И сегодня мне еще нужно успеть на поезд. Дим, спасибо большое. Спасибо, Дим. Ну что, я предлагаю приступить к нашему домашнему заданию. Он просто берет и сразу начинает вкладывать свое. Да, давайте, я просто хочу Диме сказать спасибо. И вот это как раз пример того, что такое ДЗД, который я прошу вас сделать на следующую неделю. Просто Дима хочет сделать образ, он говорит, давайте сделаем этот образ. И я вставлю тебе в сценарий этот образ, он там будет. Вот, чувак из индустрии, кайф. Спасибо, супер. Давайте попробуем. Кто начнет рассказывать про Супер Удмурта? Я предлагаю Саше дать слово, который написал огромный рассказ. Давай, ты хочешь рассказать его или хочешь, чтобы я его разобрал? Как тебе лучше? Слушай, ну он же ведь как рассказ написан, я его явно сейчас так не расскажу. Давай ты попробуешь это сделать, если у тебя есть желание с него начать. Ну да, значит, история мне очень понравилась. Она рассказывает про девушку, которая была в него влюблена в Сашу, но не знала, как это показать. Не, ты явно неправильно прочитал эту историю. Мне кажется, там нет этого. И ничего подобного не было. Это... Мне кажется, мне показалось... Тебе показалось, очень... да, наверное, так. То есть вообще странная, да, ситуация была. Окей, все. Я не буду тебя перебивать, интерпретирую. Окей, хорошо. Не, хорошо. Я поэтому предложил, ты сказал, что мне рассказать, значит, я рассказываю. Вот я рассказываю, что я вычитал в этом рассказе. Что жила замечательная, классная женщина, которая была довольно сдержанной и никогда никакие чувства не проявляла. И, видимо, ей нравился Саша, но он этого не замечал. И тогда в один прекрасный день, по непонятной причине, из нее вырвалась одна фраза. Она подбежала к нему и сказала, а ты знаешь, что все удмуртки ведьмы? И убежала. А он так и не понял, и до сих пор не понимает, что девушка была в него влюблена и просто не знала, как это показать. Вот. И для меня эта история, она глубоко трогательная в том, что именно она сказала. Что она захотела, опять же, она обернулась, вот опять же, к слову, к тому, что за что я очень, почему мне так хочется именно участия ученых в нашем проекте, потому что в такие случаи, в моменты тяжелой жизни, в моменты, когда любимый не смотрит, когда жизнь не складывается, мы не обращаемся к, не знаю, книгам по психологии, мы обращаемся туда, вглубь веков. Мы обращаемся к вот этим мифам, туда, в глубину. Потому что мифы, по-моему, опять же, только мое мнение, это не только эмоции, не только познание мира, это еще ощущение контроля над миром. Это еще и власть, которую нам дает, ну, я так по Фрейзеру просто как-то у меня вот такое чувство, это, что мифология – это еще и контроль над явлениями, которые не под контролем. Но я не буду, я сразу признаю свой дилетантизм. Но на примере истории, которую сказал Саша, по-моему, я прям жду возражений. Все, молчу. Нет, я слушаю вас, мы слушаем вас.
Да, и то, что эта история про то, что «а знаешь, что я ведьма? А знаешь, что я ведьма?» Это история про то, но вот вы обмолвились, вы сказали, что вам кажется, что мифология – это контроль. Абсолютно нет. Потому что когда контроль, вот это мы со своими контролями, в общем-то, все и нарушили, потому что для удмурта настоящего должно было быть естественным то, что природа, я соприроден, я вписан в природу. Я такой же, как вот это ель, скажем, вот это дерево, вот это животное и так далее. И человек брал, это не только удмурт, от природы только то, что ему было нужно, но не более того. Сколько-то дров для того, чтобы истопить печь и сделать тепло в доме, столько-то и так далее, и так далее. То есть все было соразмерно. Даже когда шли в лес, например, то обращались к лешему, клали, например, на пенечек, хлебушка немножко, и говорили, что вот мы пришли, скажем, за ягодами, за грибами, мы пришли, сказать, мы сейчас вот срубим дерево, потому что оно нам нужно. И все. И, например, и вот эта естественность, это вписывание в природу, это чувство, потому что все, что чувствует человек, чувствует вся природа. Тоже опять-таки дерево. Почему везде, скажем, человек и дерево, они взаимосвязаны настолько, что, скажем, в коми-традиции удмуртов дерево – это мое второе «я». Собственно, гороскоп друидов, там, вспомните, да, это все как бы дню рождения соответствует определенное дерево. Скажем, у коми, когда рождался ребенок, шли в лес и выбирали дерево, аспу, то есть это мое дерево, свое дерево. И если человеку было плохо, он шел туда и, в общем-то, скажем, молился там или как это можно, призывал, как говорится, силу дерева для того, чтобы выстоять в каких-то трудных условиях и так далее. Здесь то же самое. Например, дерево не рубили, когда в доме был больной, потому что точно так же, как умерло дерево, мог умереть больной, мог умереть человек. И вот эти вот моменты причастности к жизни природы, они самые важные были для человека. А то, когда идет контроль, вот я не зря сказала в самом начале, что мифология – это чувствование. Чувствование всего окружающего мира так же, как я чувствую себя, как живое существо. И человек – это только частичка природы. Вот я не царь и бог, если все под контролем, то я царь и бог. А если не под контролем, все развивается само собой, да, я могу вмешаться, но вмешиваюсь даже не я, а я иду к человеку, то есть знающему, знаткой, как говорили русские, вот на русском севере, знающий, это сейчас называют их колдунами. Но колдовство – это ведь ведовство, это веды, это знание прежде всего. Знание и чувствование того, что не знает обычный человек. Это то, что сейчас это выплыло огромное число экстрасенсов, которые считают, что они тоже что-то могут. Наверное, кто-то и может. Но ведьма – это тоже слово «ведать», то есть знать. Поэтому есть отрицательные моменты у одного и того же явления и положительные. И что остается? Если, как говорится, знание переходит уже в другую сферу, в другую область, тот человек соприродный, который знает, он превращается в ведьму и колдуна. Вот эти вещи надо разграничивать все-таки, мне кажется. К нам в Удмуртию, да, едут все за колдунами. Сколько раз обращались, проконсультируйте. Но, к сожалению, люди не слышат того, что мы им говорим. А почему, сразу же задам вопрос, почему именно к нам едут? Но вы знаете, вот это тоже феномен такой, что считается, да не только к нам, могут поехать к вепсам, могут поехать к карелам, могут поехать еще к кому-то, к тем же якутам, шаманам там и так далее. Дело в том, что здесь уже идет восприятие моего, то есть мы и они. Мы разграничены, мы удмурты, вы русские, вы еще кто-то, да, татары там и так далее.
И поскольку язычество всегда считалось pagan, как говорится, как поганое, как нечто, ну, конечно, оно более архаическое, но дело в том, что вот это знание уже другого уровня и другого качества, хотя все религии вышли из язычества, вот, все равно идет отстраненность, и то, что русские уже считают себя православными и, в общем-то, как бы отторгнутыми от язычества, хотя если мы сейчас увидим, сколько неоязычества и сколько вливается в ряды новых язычников, и сколько пропагандируются те же веды, вот, то мы увидим, что люди к этому тянутся. Почему? Значит, в этом тоже есть причина. Но это, как говорится, совсем другая история. А то, что здесь общество человеческое разделяет себя на своих и чужих, играет в первую очередь. Потому что, не зная языка, не зная традиции, не зная как бы внутренних всех психологических пружин, человек заранее как бы отделяет себя и считает, что вот это, значит, колдуны, а это вот мы настоящие люди. Собственно, вот марийцы считают, что удмурты самые сильные колдуны, удмурты считают, что марийцы самые сильные колдуны, карелы, вепсы, карел. Русские едут к тем или другим, считая, что эти народы владеют каким-то особым знанием. Так что это психология. Это психология прежде всего. Так, Вов, ну что, Вау. записал? А вопрос сразу же, а удмурты владеют этими знаниями? Ну вот я сейчас скажу, что владеют. Ну, во всяком случае, удмурты прежде всего поедут к знающим для того, чтобы избавиться от какой-то болезни, для того, чтобы узнать, и для того, чтобы вот эта история про молодого человека, который девушка сказала, а ты знаешь, что удмуртки ведьмы, ну вот вам, пожалуйста. Ну, Сашка, тебе не повезло. Я считаю, что никто не ожидал, что мы получим такую классную, глубокую лекцию на нашем мастер-классе. Мы очень благодарны, что вы пришли. Это потрясающе. Просто как каждое слово золото. Вот даже ничего и сказать. Простите, это очень опасное дело. Это очень опасное дело. В каком смысле? Потому что если во всем этом разбираться, то нужно вникать в корень ситуации, проблемы, потому что есть и психологический уровень, но есть и уровень, когда, по-видимому, я так думаю, но это не значит, что это истина в последней инстанции, что делается нечто, что как бы соотносит опять-таки два мира, скажем, мужского, женского, природного, культурного и так далее, и что-то там все-таки происходит. Как говорила моя мама, вот испортить могут, а исправить нет. Вот тут как раз уровни знания, отличаются 5 уровней знания. Туно, Туно-Пелё и так далее. То есть самый низший уровень – это колдуны и ведьмы, так называемые. Или колдуньи, ведьмы бы я не сказала. Вот. Те, которые учились, но не доучились. Их учили, но они не доучились не потому, что они не захотели, а потому что их органика оказалась не того уровня, какого нужно. Вот. Значит, самый высочайший уровень – это туно знающие, которые были и жрецами тоже. То есть и они могли, как говорится, и вылечить тоже. Были просто туно, которые просто гадали, так называемые, то есть какими-то способами. То есть это несколько уровней знания, которыми обладали люди, но опять-таки, которые учились, но не доучились. Вот, ну, некоторые говорят, что они ходят по торсионным полям там и так далее, и так далее. И, кстати, как раз учеба вот этому, она абсолютно тоже едина во всем мире, когда шаманские практики и так далее сравнивали с колдовскими практиками, с колдовскими в кавычках.
все-таки я прошу. В общем-то, удмуртов оказалось, что это, в общем-то, явление одного и того же порядка. Ну, я думаю, что здесь, я говорю, это особый разговор, и он вообще-то не для широкой публики, потому что, знаете, это всегда очень сложно и воспринимается обывателем просто однозначно. Вот удмурты, колдуны и все, больше ничего. А мне бы не хотелось, чтобы такое представление, в общем-то, оно как-то преобладало в обществе. Да вы к любому народу, если кому-то вы поедете и будете в это дело вникать. Я, например, принципиально этим не занимаюсь. Хотя моя аспирантка написала диссертацию «Слово и магия в народной медицине удмуртов». Есть такая книга тоже, так что тоже можно посмотреть. Вов, я эту книгу тебе отправил. Она у тебя в электронном варианте. Да, я ее читал. Ну, вот. Более того, у меня даже вот она, выписки из нее есть. Меня слышно? Да, слышно. Да, я прочитал эту книгу «Слово и магия» про заговоры от болезней. Да, да. Сейчас это даже у меня цитатки есть. Сейчас. Извините. Ну, короче, там, да, очень много чего. Очень много полезного я вынес. Хотя вот у Николая у меня тоже очень прям какой-то красивые прям истории. Я так понимаю, это автореферат был, да, автореферат диссертации. Болезнь, мировосприятие удмуртов. Вот это вот. Да, я почитал это, то, что мне сказали. Классная штучка. Ну, такая специфическая, но интересная. Давайте попробуем слово еще кому-нибудь дать. Я хочу все-таки послушать еще. Очень безумно классно, просто как попал на лекцию по этнографии. Так круто. Прям супер. Спасибо большое. Давайте, я предлагаю ребята, дать по домашнему заданию микрофон самим удмуртам, чтобы они рассказали про удмуртов. Да, вот хотелось. У нас их, Давайте, кстати, ребят. Да, 50 на 50. Вот есть Петр. Привет. Давай все. Привет. Вот Владимир как-то сказал, что знать удмуртский – это круто, и быть удмуртом – это тоже круто. К сожалению, сами удмурты так не считают. К сожалению. Вот я, как коренной носитель языка, прям тоже руками, ногами как бы и стесняюсь всего этого, пытаюсь перебороть себя, но почему-то вот это вот стеснение, оно до сих пор живет внутри. И вот хоть ты тресни, но не получается его перебороть. Не знаю, чем это связано. Вот такие удмурты, к сожалению. Вот. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Сразу сходу. Чего именно ты стесняешься? Стесняюсь того, что на тебя начинают показывать пальцем, начинают тебя как-то обсуждать, и боязнь чего-то нового, что ли, вот тебя очень сильно-сильно пугает. И зачастую большинство начинает просто замыкаться внутри самого себя. Вот. Но, к сожалению или к счастью, с годами все это вот начинает стираться, но вот это вот чувство стеснения, оно до сих пор присутствует даже среди современных удмуртов. А когда тебе кажется, оно появилось? Ну, я вот в школе? В какой момент ты понял, что тебя будут показывать пальцем, если ты скажешь, что ты удмурт? Вот смотри, когда ты находишься в языковой среде, где нету, скажем, русских, татар, да, это не так явно ощущается. Но я наткнулся на личном опыте. Яркий пример: во время нашего выступления я очень долго не мог себя заставить говорить со сцены на большую публику на удмуртском языке. Очень надо было, не знаю, приложить кучу усилий, чтобы хотя бы пару слов сказать. И во время одного из таких выступлений на Центральной площади во время Дня молодежи я просто поздоровался с публикой и в ответ услышал от недалеких людей фразу: в общем, меня послали на 3 буквы. Я после этого момента спустился со сцены и сказал, что я больше туда не выйду и не буду говорить на удмуртском языке. Вот это, скорее всего, был для меня самым таким роковым моментом.
Ну, понятное дело, со временем это все забывается, и сейчас, если учитывать молодежную среду, то понимание того, что ты удмурт, и ты являешься носителем удмуртского языка, оно как-то начинает становиться, я бы не сказал модным, что ли. Удмурты начинают появляться из темноты. Вот это вот стеснение, оно потихонечку спадает, но все равно присутствует. Вот это, скорее всего... Спасибо большое за личную историю, потрясающую. Слов нет, просто я плачу. Ну, это очень, нормально. очень сильно. Но я больше скажу, вот среди удмуртов, наверное, скорее всего, по менталитету они такие, или по характеру, я не знаю, сами по себе что-то сделать прям кардинальное, они, я так думаю, что не способны. Но, да, мы не способны. Но есть люди, которые, вот, например, яркий пример Владислав. Не удмурт, но он общается с удмуртами. Он может находить какие-то рычаги, какие-то слова, может влиять. И у нас, как у коренного населения, есть доверие к этому человеку. И есть вера того, что его действия нам не навредят. Они будут только нам на пользу. Страх. Вот поэтому мы снимаем ужастики. Можно я уже тоже сразу вступлю, поскольку я здесь. Вы знаете, вот вы рассказывали свою историю, а я вспомнила татарскую песню, ну, образ такой. Татарская конница, которая ходила вперед, назад, влево и вправо. Вот это характер татарина. Вот такого образа в удмуртском фольклоре нет. И в удмуртском характере тоже нет. Почему? Ну, мы лесной, понимаете, вот это степняки. Энергия совершенно другая, характер совершенно другой. Мы практически сформированы в лесу. Вот как писали этнографы в XIX веке, удмурт только в лесу счастлив, потому что он один, ему хорошо, ему никто не мешает. Для того, чтобы выплакать, выплеснуть свое горе, человек просто уходил, даже вот эти образы, которые я вот в фольклоре нахожу, а потом еще и в начале, так сказать, становления, у истоков в произведениях литературных, когда нельзя было плакать на людях. То есть я ухожу для того, чтобы выплакать горе в поле, в лес, к реке, но я никогда не буду плакать на глазах у других, при всех. Это не принято. И вот эта вот сдержанность чувств, когда как бы человек закрывается, он уходит. Это я вот для себя тоже определила как подъелочную психологию. Я спрятался, понимаете, меня не видно. Это мимикрия. И при всем при этом, конечно, когда человек пытается что-то сделать, это он должен быть личностью, он должен быть сильнее, он должен быть выше остальных, как говорится, основной массы. И еще Герд, когда он говорил: да, удмурты, ну проснитесь вы наконец-то, как говорится, ну вставайте, мы должны сделать новую жизнь. Он принимал тоже, ну, в общем-то, это после революции, 20-е годы, но ведь и уничтожили всех, убрали всех, но не только удмуртов. Очень многие люди, которые были впереди, их просто убрали. А наша психология была, я думаю, что вот эта вот сдержанность и скрытность, она была у нас всегда. Но тем более, когда эти территории были присоединены, скажем так, к русскому государству, когда много-много народов были приняты, конечно, это была ломка. Конечно, это была ломка. И понятно, что для крестьянина, который в основном культура-то она христианская была, и, собственно, она таковой и осталась. Потому что вот именно не модно и не интересно было удмуртам, когда
даже получив образование, второе поколение уже не было удмуртами. Хотя куда они характер-то свой дели? И вы знаете, вот это вот настолько неумение оторваться от своей среды, от своих корней, от своих семей, вот это вот, сколько я знаю историй, когда про удмуртов надо снимать фильм о тоске, а не о страхе. Знаете, потому что сколько людей бросали, как говорится, вузы центральные для того, чтобы мазмичко. Вот не могу, я тоскую вдалеке от своей семьи, естественно, прежде всего семьи. И вот только недавно я нашла в фольклоре образ, когда говорят не о родной земле, не о доме матери и отца, то есть родительском доме, а по земле, по которой ходили мои ноги. Вот мое пространство. Там, где остались мои следы. Все. А это пространство очень ограничено. Оно не дает мне возможности, говорится, куда-то улететь. А если я куда-то улетела, кто уходил из родного дома? Это рекруты и девушки-невесты, когда они должны были создать свою семью. Но они хоть семью создавали, они слишком далеко никуда не уходили. А вот рекрут, который считал себя гусенком, отставшим от стаи, выпавшим из гнезда и не умеющим, вот это было самое страшное для удмурта. Уйти из своей среды и стать одиноким человеком. Да, несмотря на то, что он в другой среде просто-напросто, но ему не хватает вот этого родного тепла, осознания того, что он на своем месте, он у себя, он защищен. Вот это вот чувство незащищенности, оно всегда за пределами своей деревни, оно уже заканчивалось. Или круга деревень, может быть, родственных. Поэтому вот это удмурт. И он, несмотря ни на что, остается таковым, к сожалению. Потому что... Да-да, простите. Да, давайте я скажу сразу. Мы снимаем этот фильм как ледокол. Ужас для удмурта оторваться от дома. Наша задача состоит в том, чтобы нанести на карту точку, чтобы создать прецедент. Для того, чтобы привлечь внимание. Это не то, что мы сняли и разбежались. Влад строит индустрию. Именно поэтому это все не просто я сел, написал, вы сняли. Это работа. Я просто учу ребят, как это делать самим. И когда у кого-то родится идея, мысль снять фильм о рекруте, который ушел, трогает порог, да, чтобы вернуться, то он это и напишет, пользуясь тем, что мы сейчас научились. Мы просто привлекаем внимание с помощью жанра, который очень дешевый, с одной стороны, с другой стороны, зрительский. И с третьей он фестивальный, может быть, интересен. То есть мы просто делаем то, что привлечет внимание. Это, я правильно понимаю, Влад, наша задача? Я же все время говорю, ничего не ошибаюсь. То есть мы строим индустрию, просто нам нужен проект «Ледокол», нам нужен то, что привлечет внимание. И, естественно, потом мы можем подробно говорить о чем угодно. Нам сейчас нужно заявить о себе, чтобы сказать «мы есть». Сначала мы говорим «мы есть», а потом мы рассказываем о себе. Так вот, наш ужастик помогает сказать «мы есть». Мы есть тогда я уже нашла вам название фильма вашего, он называется «Айшан». Это Айшан, а что это значит? Айшан это вот тот ужас, который даже не в образе, а он может быть... это то, что по-русски называется «млица». Ну вот, знаете, это не просто привидение, потому что привидение – это определенно какой-то образ, да, или не просто мифологическое существо, типа вот Нюлесмурта лешего, Палесмурта половинчатого существа, не Абыды там, которая вот в женском образе, но она тоже лешачиха, так скажем. Вот. И Айшан, вот это страх, это животный страх от того, что мне что-то привиделось, от того, что мне что-то послышалось, от того, что что-то дало мне осязаемую какой-то ужас.
Это слово не переводится как... Мы говорим об этом как о привидении, но привидение, оно все-таки, я говорю, оно идет как просто облик, как образ какой-то. Хотя это может быть просто белое пятно, имеющее какое-то очертание. Это может быть ужас от того, что... Кстати, вот вы знаете, еще вот, удмурты всегда... Есть такой образ в удмуртской мифологии кутыщ, буквально хватающий. Кто это, неизвестно. Схватить может вода, схватить может вот место какое-то священное, которое ты, в общем-то, осквернил невзначай и так далее. То есть вот, может быть, вот это как-то натолкнет вас на какой-то сюжет. Да. Вот, я бы тоже хотел добавить по поводу вот Ишана. История из моей семьи. Отец, будучи ребенком, попал в хлев, где находился бык. И, в общем, ему было где-то годиков 8, наверное, 9. Слава богу, бык ничего с ним не сделал, но он сильно-сильно испугался в тот момент быка. И, будучи уже в юношеском возрасте, возвращался из клуба. Поздно ночью уже. И вот как раз в такой из моментов он как раз вот увидел этот Ишан. И этот Ишан появился у него в виде некой туманности в форме быка, который, говорит, гнался за мной ровно до того момента, пока он не пересек порог дома. Правда, неправда, но вот. Но это такой нюанс, что Ишан как раз появляется как предвестник каких-то несчастий. То есть с ним ничего не случилось? Слава богу, все хорошо. Ну все хорошо. То есть это... И потом, вы знаете, в мифологии, опять-таки, есть такое правило, что контактирование, это все, о чем мы сейчас говорим, вот о ком, вернее, да, о лешем там или еще о ком-то, они появляются в жизни человека тогда, когда он нарушает правила пограничного существования с другими мирами. Вот. Потому что, значит, ты что-то нарушил, значит, что-то ты не так сделал. И в этом смысле, конечно, жизнь человека, живущего в природе, она всегда была регламентирована правилами, поверьями причем, поверьями. Вот это нельзя делать, потому что будет то-то, то-то. Вот этого нельзя делать, потому что не руби дерево, когда в доме больной, значит, больной умрет. Там еще что-то. То есть вот нарушение этих правил или предвестие, опять-таки, каких-то ситуаций, когда будет большая беда, горе там и так далее. То есть вот эти нюансы, мне кажется, тоже как-то можно учесть. Потрясающе. Ребят, давайте мы пойдем дальше, потому что время все-таки ограничено. Вас, Татьяна, я могу слушать просто бесконечно. Я хочу вашу лекцию какую-нибудь. У вас есть записи на Ютубе или в аудио? Ребят, нам нужно, ребят, вот серьезно, это дар Ильи особенно, мне кажется, и тебя касается. Просто запишите, ребят, это золото. Это вы все золото. Накинул эту тему, да. Да, вы все золото, но просто вот это просто вау. Типа просто сохраните это, запишите это. Давай еще быстренько историю сейчас Вова расскажет. Я не столько, наверное, историю, сколько возвращаясь к тому моменту, почему удмурты такие, какие они есть сегодня, почему они такие скромные и не могут проявить себя. Если уходить в этимологию удмурта, вот именно слово удмурт, оно, мне кажется, очень хорошо раскрывает всю суть. Дело в том, что удмурт состоит из двух основ. Уд – росток, и мурт – человек. И то есть удмурт – это человек, который только-только взращивается. То есть он пока не может самостоятельно принимать никакие решения. Вот. И поэтому, мне кажется, тут именно очень четко отображается наше сегодняшнее состояние. Можно я добавлю, это Яндекс.Переводчик? Нет. Ага. На самом Влад, деле, переводчик с удмуртского так и переводится уд – это отрицание, мурт – это человек. Пожалуйста,
Да, Татьяна. Давай ты расскажи, пожалуйста, про свой... Нет, давайте, подожди, давайте по регламенту. Расскажи про удмуртского удмурта самого, который тебе знаком. Я правильно слышал, Вова, да? Я правильно слышал? Все верно. Расскажи, Вов, пожалуйста, про удмуртского удмурта. Самого удмуртского удмурта. Ну, это в первую очередь, наверное, свой отец получается, потому что это тот человек, который, в принципе, всегда находился в единении с природой. Он всегда был таким твердо стоящим на земле. И вот я, в принципе, не успел подумать, но хотел вот добавить насчет этимологии удмурта. Можно вопрос про отца, он будет личный? Давай. Ты когда-нибудь видел его сильные эмоции? Как он их проявлял? Любые, злость, гнев, не знаю. Хороший вопрос, спасибо. Тут как раз-таки он является коренным удмуртом, и очень сложно видеть его, в принципе, когда он проявляет слабость. То есть да, даже сейчас он уже является в возрасте, и для него проявление слабости, физическое, эмоциональное проявление слабости, то есть никогда я не видел, чтобы он плакал, чтобы он грустил, и это, в принципе, вот, наверное, так. Ровный характер, да? Спасибо большое. Ровный, но... Не эмоциональный, вот как сказать. Да, то есть он является таким типичным представителем, когда прилюдно он является таким озорным весельчаком, который может всех завести, подвести к чему-либо, и то есть всегда является душой компании, но в тот же самый момент, то есть внутри, в глубине он никогда не может себе позволить проявить слабость, показать, что он как-то грустит или переживает. Спасибо. Давайте еще про удмуртов кто-нибудь расскажет. Влад, давай двигаться. Кому? Да? Кто еще про удмуртов расскажет? Да, давайте. Ну, вот буквально недавно я вспомнила про своего соседа. Рима, это вы, да? Что? Это вы, Рима? Я не вижу просто. Да. Здравствуйте, привет. Меня не видно? Да, Не, у меня просто у меня на экране не очень хорошо видны. Я просто вижу силуэт, услышал голос, подумал, вы не вы, решил уточнить. Спасибо. Просто у меня был такой сосед, он жил наискосок, фронтовик. И, видимо, после войны он как-то, у него в голове, что ли, не все устаканилось. Он не мог жить так же, как другие люди. У него не было жены, у него не было детей. Женщин было много, но уходили очень быстро. Потому что он, видимо, может быть, для фильма это будет хорошо, поэтому только рассказываю. Потому что он, оказывается, щекотал своих женщин. Одну женщину он убил, жену, говорит, свою. Ну, я тогда еще была маленькая, я говорю, а что его не... Простите, пожалуйста, извините, щекотал – это что-то другое значит, чем щекотка? Ну, именно, маньяк такой. Такие у него просто... любовные игры были. Он... Щекотка? Да, щекотал. Ни ножом, ничем, щекотка пальцами. Но это вот Палесмурта боятся, что он защекочет до смерти. Да. Это какая-то особенно удмуртская щекотка, ребят. Может быть, он Палесмуртом был. У него были такие любовные игры. Щекотать женщину. Одну он защекотал до смерти. Это было, я и говорю, на самом деле было. Он очень редко выходил на улицу. На улицу очень редко выходил. Если, допустим, носил косоворотку поносит, потом сходил в баню в субботу, на следующей неделе он надевал эту рубашку уже на левую сторону. Потом, когда он выходил, вся деревня знала, у нас где-то дворов, наверное, 60-70 было, это вообще не важно. Все собаки, которые были не на цепи, вокруг него собирались. Они лаяли все. И уже все знали, что Михлай Агай его звали, Николай, но к нему только так обращались, а так у него была кличка Саяскан или Щапан. И все говорили, о, Щапан куда-то пошел, значит, в магазин. А так особо он никуда не выходил. Все собаки так на него лаяли, это было ужасно. А зимой
он обязательно шел в магазин. Это сейчас вот я почему-то подумала, брал санки такие самодельные какие-то. Мне кажется, что он боялся, что его собаки закусают. Зимой на нем была шуба такая, черно-бело-рыжая, вот из собачьих шкур, видимо. Такая же шапка-ушанка, варежки, такие же сапоги. Скотину он не держал. Но он очень любил сажать деревья. И вот как-то раз, видимо, ранней осенью, ребята слазили к нему в сад воровать яблоки. И он от обиды, в общем, порубил весь свой сад. Я выхожу, думаю, чего-то там не хватает. Светло очень. Но он вырубил свои деревья. Вот такой был. Не Потрясающе. знаю, я думаю, что он умер своей смертью. Ему кол не вбили в могилу? Он не умел вести себя с детьми, с женщинами, с мужиками, я не знаю. Но мы все боялись, очень сильно боялись. Вот в деревне, допустим, там не здороваются, на улице встретились, обычно просто так опять никто не проходит, обязательно парой слов надо перекинуться. Косит, говорит, этот Миколай Агай у себя на огороде, женщина проходит мимо и спрашивает, ну что, Миколай Агай, сено косишь, траву косишь? Он, говорит, останавливается и говорит ей, ты перед собой дорогу видишь? Иди по своей дороге. Эта женщина, она очень испугалась, говорит, вот ты что заговариваю. Местами вроде и нормальный был. И он, кстати, один только выбивал конопляное масло, насколько я знаю. Мы даже бегали к нему. Потому что это было на улице. Надо было 2 куска хлеба нести. Каравайчики дома пекли. Один кусочек ему, а на другой он намажет нам. Вкус не помню, но цвет такой, как у халвы, мышиного цвета, что-то такое, серого цвета. Классно. Угу. Кто еще расскажет Удмуртию? Дима, я все записал. Владимир, приветствую. Вот и поговорили. Привет. Я сначала хочу Саше посочувствовать, тоже по поводу удмурток колдуний. Вот, у меня была подобная примерно ситуация в молодости. И как мне рассказывали, девушку, которую я бросил, я уехал, а она в деревне на каких-то похоронах, как мне потом рассказывали, разорвала мою фотографию и бросила туда в могилу, чтобы, чужому покойнику. И вот я со дня на день жду, пока не сбывается ничего. Да, после школы сразу. Вот. А по удмуртам я не знаю лично этого человека, но очень часто о нем слышал в Национальном театре. По-моему, Демченко фамилия. Он живой, не живой еще. Монтировщиком работал. Вот. Про него рассказывали. Он был такой прям удмурт. Или есть, я не знаю, могу ошибаться. Вот. И он, видимо, чуть выпьет, он сразу придумывал легенды эти удмуртские. Откуда, яркий пример, откуда взялось название город Можга. Все думают, что от Можги Батыра по легендам, а оказывается, как он говорит, пришли марийцы и удмурты их мышгазы, кулаками побили. И говорит, поэтому Можга. А почему, говорит, деревня Позял? Потому что удмурты тут татар Позязы, размотали. Он это придумывает, и с ним, говорит, нереально было спорить, потому что он стоял на своем, и плюс здоровье бычье, видимо, было. И он так, как сказать, заставлял верить в свои легенды. А еще один персонаж, он такой очень известный в нашей республике, я его как папой называю. Он удмурт в каком смысле? Сейчас точнее, чтобы сказать. Он за все удмуртское. Он заслуженный артист, кукловод гениальный. И он, как сказать, он сам удмурт, но над удмуртами он как-то любя посмеивается, что ли, такое у него отношение к удмуртам.
он их поддерживает во всем, но все это делает как-то вот с ехицей такой. И ну, я не могу это лицемерием назвать. Он их будет хвалить, все такое, но всегда он будет это, любя, как-то высмеивать. Вот их отношения, вот как Петя сказал, что вот они где-то между собой там могут разораться, разодраться, а куда-то в сторону русских посмотрят и сразу притихают моментально. Ну, вот такие подобные. Супер, классно, все записал. Двигаемся дальше. Спасибо. Владимир, можно еще добавлю чуть-чуть? Вот, Конечно. как сказали про алкоголь, тема алкоголя в удмуртском мире, к сожалению, она присутствует. В деревнях до сих пор варят этот вот самогон, кумышку. Практически каждый двор является владельцем мини-спиртзавода. Действительно, до сих пор это все есть. Как-то говорили про Палысмурта. Вот яркий пример. У нас в деревне есть человек, который как раз во время подобной процедуры варки самогона ошпарился. И ошпарился каким образом? Ровно наполовину. То есть половина тело у него нормально, а половина в ожогах. Он лежал в реанимации, но, к счастью, выкарабкался, все нормально. И после этого случая его стали называть пророк Пашка. А почему? Будучи трезвым, он абсолютно адекватный, нормальный человек. А как напьется, у него какие-то пророческие данные просыпаются. Связь с предками, я не знаю. Он начинает бегать по дворам и говорит, вот, не знаю, там, бойся воды, или, не знаю, не ходи к этому железному коню, или, не знаю, там, не ходи в соседнюю деревню. Все сначала как-то смеялись над всем этим, что он говорил, но потом вот эти вот слова, то, что он говорил с людьми, стали сбываться. И вот после этого получил себе такое вот название пророк Пашка. Вот может куда-то пригодиться. Я же обещал, что все пригодится. Ребят, все, что вы скажете, будет использовано в вашу пользу. Чем больше скажете, тем будет лучше. Следующий давайте. Ну, я тоже обобщу по поводу удмуртов, так как я работаю с ними уже практически, живу с ними и родился уже, можно сказать, с ними. А знаешь, там есть такая интересная черта, то что удмурт против удмурта никогда ничего плохого не скажет извне. То есть они могут внутри там чуть-чуть конфликтовать, но когда ты просишь, например, вот Петя сидит рядом со мной, у нас радиопрограмма, и у нас там такая специфика. Я плохой полицейский, Леха нейтральный полицейский, а Петр хороший полицейский. Я когда говорю, Петь, ну на самом деле, ну скажи про удмуртов что-то плохое. Ну действительно, если есть косяк, скажи. Он такой, нет, я не могу сказать при всех, что действительно это правда, например, кто-то, ну на самом деле, кто-то козел, ну, по-хорошему, кто-то козел или мудак. Он такой, я не могу так сказать. То есть удмурта никогда не обидит. То есть есть вот эта какая-то семейственность. Хотя между собой мы действительно скажем, да, он мудак, да. Вот так вот. Какой самый удмуртский удмурт, которого ты знаешь? Максимально. В чем его разбирать? Если в каких-то прям... Я не люблю удмуртских удмуртов, потому что действительно они скромные, тихие и зажатые. Я люблю тех, которые вышли из зоны комфорта, это вот как Петя, хоть он и считает, что он все еще где-то там, может, это у него внутри сидит, но он себя переборол. Там та же самая его сестра, я могу так сказать, Вероника Ваульна, Павел Геннадьевич Поздеев, который когда-то нас открыл миру, сказал, ребята, надо заниматься удмуртским миром. И сейчас делает большие театральные представления, которые там гремят на всю страну, дай Боже. Вот. Но в основном это, да, это тихий, скромный народ. Они любят погулять, пошуметь, но только... Ну и они, это, как говорится, гостеприимные. Вот. Кумышку пьем, рубаку рвем, характер кажем. Вот сейчас такой момент из жизни своей расскажу. Я сам из Глазова, это север Удмуртии, и там не очень, ну как не очень, предвзятое отношение. Представьте, пожалуйста. Алексей. Ну, что ты... Спасибо. Ага. Вот. Предвзятое отношение к удмуртам всегда было, то есть
ну, во-первых, называли их ватиками, ругали, то есть ты ватяк, ты, вот это очень обидно было, понятно. И у нас был такой, ну, парень, в итоге мы с ним подружились, очень долго общались, и к нему приходила бабушка. Бабушка, ну, лет 70 ей было, но она очень боевая, она ходила с палкой, материлась очень жестко, да, но при этом говорила: пье, пье, я тебя так люблю, я тебе принесла супчик, кушай. Понятно, ему было стыдно, то, что приходила бабушка, все это видели, но мне передалось вот какая-то любовь между ними, то есть как она, ну, то есть как бы он ей отвечал, что «чё ты сюда приперлась, старуха, да? Чё ты мне принесла, позоришь?» Но в итоге у них прямо такая любовь какая-то вот настоящая. То есть бабушка его любила, он ее все равно любил, какая бы она ни была. Да? Вот я почему-то вот это очень запомнил. Потому что у него семья была не очень благополучная, и бабушка приходила и за ним следила, как за своим сыночком. Она говорила: пье, пье. Вот, все, спасибо. Ну, мне кажется, это стандартная история для всех бабушек. Все бабушки любят своих хороших. Да, и садись сюда поближе. Все. Людмила. Привет, Люд. У меня, привет. У меня всплыли два образа. Все сегодня говорят, почему-то удмурт – это у всех мужчина. У меня вот как раз-таки всплыла картинка женщины, которая живет в деревне, воспитывает одна, двух детей. Она очень работящая. Она встает в 5 утра, чтобы накормить скотину. Они работают всей семьей. Если сенокос, то она вместе со своими детьми, будь то там ребенку 18 или 6-7 лет. И она не громкая, она не, если так можно сказать, наверное, не столько скромная, сколько вот именно в том, что вот настолько она работящая и хочет только лучшего своим детям, как, собственно, и все родители. Но при этом, например, когда они сидят в доме, и запланирован был сенокос, и она видит, что идет дождь, дети говорят: ну вот, опять погода все испортила. А она говорит о том, что нет, погода, не просите у природы больше, чем она может вам дать. То есть вот то, о чем сегодня говорили, когда она всегда обращается к природе, она благодарна тому, что у нее есть. И еще это тоже из реальной жизни, я знаю такую женщину. У нее Прости, пожалуйста, старший... можно я сразу вопрос задам? Да. А где ее муж? Почему у нее 3 детей нет мужа? Я так предполагаю, что он, ну, у меня образ вырисовывается, что он умер в результате, может быть, какой-то болезни, и она осталась одна. Но если даже он есть, этот муж, он тоже, он не, ну, он, наверное, не такая опора, может быть, не такая сила. У меня впечатление такое, что удмуртская женщина, она сильнее, чем мужчина. Мужчины, они какие-то вот негромкие, негласные, что ли. Они сильны своими поступками, действиями. А женщина, она более, что ли, сильная. Ну, вот такое у меня представление. И вот что я захотела закончить. Вот у нее старший сын, он хорошо, достаточно успешно учится, хочет поступить, и 2 выбора есть. Вот он поступает там на МЧС или ФСБ, туда и туда проходит. И она говорит: нет, ты не будешь учиться в школе там где-то в ФСБ, потому что другие скажут, что это как бы не есть хорошо. Я не хочу, чтобы в моей семье следили там, чтобы у меня сын следил за тем, кто сколько получает. И, то есть лучше быть героем, МЧСником. Ну, то есть некое такое понимание, что прямо вот высовываться нельзя. Ты будешь отличником, но высовываться нельзя. И всплыл второй образ,
Второй образ женщины, пожилой женщины, которую из деревни и ее взрослые дети забрали в город. И она живет в городе. Она забирает с собой прялку, у меня была такая бабушка. Она встает в 4 утра, чтобы накормить, приготовить покушать всей семье. Ей, конечно, в этих 4 стенах живется тяжело. И она все время вот за прялкой. Реально. Шерсть там овечья, и она вот сидит, придет так. И это заканчивается тем, что все-таки она не может жить в городе, и ее возвращают, ее дети возвращают ее в деревню, чему она бесконечно рада. И это вот та тоска, когда она хочет вернуться на свою родную землю. У меня вопрос. Давай. У меня вопрос по первой женщине. А вот случилось так, что сын все-таки захотел поступить в Академию ФСБ. Что она сделает, чтобы его остановить? Она ему Там достаточно материнского слова. Она просто говорит, что нет, мы выбираем другой вариант, и он с этим согласен. То есть это не то, что вот давай мы проведем... А если он говорит, нет, хочу все равно в ФСБ? Нет. Нет, мать сказала. Будет так, как сказала. Это не история про то, что сложно, или это про то, что... Но это реальная история, когда у меня вот тетя есть, вот она деревенская женщина, и когда брат сказал, что вот я ну, как бы выбор стоит МЧС или ФСБ, и там было, ну, такое, что нет, в деревне будут говорить о том, что там сын ФСБшник, и еще там какие-то... Ну, в общем, это была история про то, что это некрасиво. Прям высовываться, и это некрасиво. Вот так. А как она вообще... Как все. Вот надо быть как она воспитывает детей? Ну, в смысле, она их бьет? Или как она вот, балуется? Как она его становит? Она... да, она не бьет, она считает, что вот некое такое собственным примером, они будут такие же трудолюбивые, как она. Может быть, просто когда-то резкое слово. И вообще у удмуртов, и ну, вот в этой семье, про которую я говорю, это воспитание, ну, на собственном примере. И уважать, старших нужно уважать. Это вот прям, когда вот я еще была совсем ребенком, ну, даже нет, подростком, да, и когда я общаюсь с людьми, мне там, например, 18, и там человек, ему 27 лет, он мне говорит, привет, как дела там? Я всегда говорю, здравствуйте. Меня так воспитали. У меня есть на данный момент моя неродная мама, но мачеха, мы с ней столько лет вместе, мы с ней лучшие подруги. И я до сих пор к ней на «вы». Представляете? То есть вот это чувство того, что уважение к старшим, и мы с ней очень близки, но на «вы». Вот так. Одно этнографическое замечание из Питера, и сразу следующее. Очень классная история, Людмила, спасибо, она очень поможет. У нас, ну, когда я жил в Питере и работал с людьми старше себя на съемках, они все ужасно обижались. Ну, то есть у нас всегда было, там, даже если там, не знаю, декоратор, там, художник-постановщик, ей там 56, а мне там пацану там 23 года. И если я не называю ее Таня, она обижается. Я еще старуха. Что, почему ты со мной так обращаешься? И типа я такой подумал, да, наверное, если когда мне будет взрослый, я бы, наверное, хотел, чтобы я был Вовой всегда. Ну, типа, просто замечание. Давайте следующее. Извините. Да, Вов, для нас ты всегда будешь Вовой. Я Спасибо. Хочу добавить. Вот Риму, видишь, я называю Рима. Я ничего не могу поделать. Это неуважительно. Мне было лет 12. Меня старший брат, который старше меня на 10 лет, привез сюда, в Ижевск. Мне же тоже интересно посмотреть, что за город, кто тут живет. И он к этому времени женился, и они снимали комнатку в частном доме. Я ребенок, и там тоже дети. Мне же тоже интересно с ними познакомиться. Но вот когда я вот с этими детьми пообщалась, и мне сразу первый же день захотелось домой в деревню.
потому что это были какие-то дети задиристые, они очень больно укалывали какими-то словами недостойными. Вот такого же возраста дети. А у нас воспитание в деревне совсем другое было. Нас не ругали, нам только показывали, объясняли, как нужно делать эту работу, другую работу, или, допустим, как себя вести, какие-то примеры приводили. И, естественно, только личным опытом, глядя на них, вот мы так и выросли. Спасибо. Давайте еще кто-нибудь расскажет про удмуртского удмурта. Кто еще остался? Привет, я Слава. Слава, спасибо. Я просто отмечаю, мне, ребята, нужно, чтобы я отмечал, кто что сказал. Хорошо. У меня есть история про удмуртского удмурта, но сначала я, с вашего позволения, хотел прокомментировать слова ребят вот про скромность удмуртов, про некое отрицание, сокрытие своей национальной идентичности. Взгляд со стороны, так скажем, потому что понятно, что я не знаю, как там в действительности все себя чувствуют, но у меня сейчас очень много друзей удмуртов, друзей, знакомых, там, ребят, которые, на мой взгляд, сейчас как никогда вот прямо нашли свою национальную идентичность, и они молодые ребята, которые все через одного заняты в каких-то крутых проектах, делают какие-то невероятные вещи, и я заметил, что удмурты, если они заняты в каком-то созидательном проекте, они имеют какой-то огромный творческий потенциал. Потому что я смотрю и просто, реально радуюсь за ребят, то, что они не только не стесняются, но и они всячески пользуются своей вот такой узкой национальной идентичностью, если можно так выразиться. Потому что, на мой взгляд, мир сейчас как раз в том состоянии, когда идентичность, она гораздо более востребована, чем массовость. И это, это совершенно нормально, это даже более круто, чем... Однозначно. Вот. Про удмуртского удмурта у меня есть история из детства, которая... дело в том, что главным, так скажем, антагонистом моего детства был как раз парень удмурт. И он был антагонистом не только моим, но и всего двора, где вот мы, там, пацаны 10-12-летние, просто воевали в прямом смысле с этим парнем, а он один он был как бы примерно там нашего возраста, может быть, на год, на два постарше, но обладал каким-то фантастическим физическим здоровьем и очень хорошенько нам задавал трепки. И этот парень, он тоже скрывал, так скажем, свою идентичность. Он говорил: я татарин. Мы говорили: смотри, ты говоришь по-удмуртски, ты выглядишь как удмурт, и как бы по-русски ты говоришь, с таким вот удмуртским немного акцентом. Какой ты татарин? Он говорит: нет, я татарин, получайте. И, в общем, это продолжалось примерно все мое детство. Мы там, может быть, впятером или в десятером могли с ним справиться, а по одному никогда. И, сейчас я понимаю, что, наверное, там как бы смешение кровей и татарское, и удмуртское, но он прямо выглядел очень, очень таким вот характерным удмуртом, на мой взгляд. И был когда-то интересный случай, когда какие-то более старшие ребята из соседнего двора пришли и тоже по какой-то причине решили нас там всех поколотить. Этот парень вступился за нас и решил весь конфликт просто как бы 2-3 ударами в лоб тем парням. И после этого, в общем, мы его, уже не так как бы сильно с ним конфликтовали, а скорее больше дружили. Вот, это самый яркий удмурт в моей жизни. А сейчас, на сегодняшний день, очень много ярких, классных ребят удмуртов. Вот. А он сейчас где, вот этот парень? Ты что, не знаешь о его дальнейшей судьбе? Я не знаю, он жил в моем дворе, это вот здесь напротив магазина «Океан» дом. Он жил в общежитии с бабушкой, там до сих пор есть общежитие, а что сейчас с ним, я понятия не имею. Но парень, на мой взгляд, такой очень с ярко выраженной позицией, то есть он всегда конфликтовал, был против всего, он прямо такой серьезный чувак. Да, подтвержу, что как только есть смешание вот этих кровей, удмуртская идентичность сразу же меняется и почему-то в лучшую сторону. С теми же самыми марийцами, вот так. Я не говорю про минус как бы и удмуртов, просто действительно какая-то вот эта сила появляется, свое «я», что ли, которое можно может стоять.
Можно вопрос? Поскольку у нас все-таки сценаристский мастер-класс, я в том числе вам вопросы не просто так задаю, это вопросы, как бы относящиеся к мастерству драматургии. Мой вопрос к Славе будет такой: как ты считаешь, если бы этот чувак вырос и стал полицейским, каким бы он был полицейским? Ну, он в детстве он был удивительно жестоким чуваком, потому что он бил нас не жалея. Ну, наверное, потому что мы его сильно обижали, как бы называя удмуртом, а он считал себя татарином. Может быть, и по справедливости бил. Но если бы он стал полицейским, я, честно говоря, думаю, что он все равно остался бы жестоким. И при этом физическое здоровье позволяло бы ему эту жестокость реализовывать вполне себе, потому что здоровье там было ого-го. Мне просто история про то, что он заступился за вас перед соседним двором, я подумал, а стал бы он полицейским, который бы также заступался за закон перед беззаконием, или нет? Ну, видите, ты говоришь, что нет, он был... У него при этом, нужно отдать должное, что у него при этом как бы не только чувство справедливости было, но и некая мораль внутренняя. То есть, безусловно, он не то чтобы просто так по приколу нас там лупил, он лупил нас за идею за какую-то, а мы как бы все не согласные, что нас лупят, соответственно, выступали с какой-то контр-идеей. Идея была в том, что он татарин? В чем была идея? Ну, да, мы его как бы таки во дворе таки прозвали татарин, но при этом как бы внутри это было неким сарказмом, потому что внешне все считали, что он удмурт. Интересно, спасибо большое. Очень классно. Я хотела бы добавить, ну, тут вот просто прослушав историю, хотела сказать про своего отца. Он у меня всегда очень такой юморной товарищ, и юмор такой, ну вот он прям удмурт, который родился в глубинке, все его братья остались жить в деревне, и он единственный, кто уехал в город. Но при этом он везде всегда говорит на удмуртском, в общественном транспорте, я была там маленьким ребенком. И он всегда, у него были такие шутки, что типа, ну чё, вы же нас считаете ватиками, ну вот такие, знаете. И там все знакомые всегда говорили, что вот он всех громче кричит и говорит, громко всегда говорит на удмуртском, доказывая, что вот удмурты там народ, который... Ну вот это я к тому, что удмурты скромные, но вот, например, на примере моего отца, который такой очень харизматичный, с таким чувством юмора, и всегда шутил вот на тему там ватики, не ватики, и гордился тем, что да, я ватяк, вот так. Вот такая еще история. Спасибо. Спасибо большое. Суперская история. Простите, можно, да, еще? Вот, выслушав все истории про удмуртов, я понимаю, что мы все очень разные, как и все люди. Поэтому есть вот люди, которые отстаивают свою позицию, ну, собственно, как габровцы или евреи, которые очень любят шутить по своему поводу. И, кстати, как раз, по-моему, они сами и запускают эти анекдоты для того, чтобы тот, кто умеет посмеяться над собой, тот, в общем-то, и не то что выживает, не только с помощью кулаков, но прежде всего и с точки зрения позиции по отношению к миру. Вот. Удмурты, конечно, очень разные. Но, как пишет мой муж, этнограф Ладыкин, говорит, бережливы до скупости, скромные до наглости или еще как-то. То есть очень разные, потому что мы... Да что это такое у меня вдруг сегодня? Вот. И поэтому говорить о характере однозначно, конечно, не приходится. Во-первых, действительно зависит и от смешения кровей. Ну, собственно, все народы смешанные. И позиция, вот, и, собственно, ведь когда брали в жены, брали из другого рода, для того, чтобы, в общем-то, не было близко родственных связей, для того, чтобы потомство выживало. Вспомните войны, вспомните всех, как говорится, тех, которых брали в плен и потом в гаремах, как говорится, устраивали, или не обязательно в гаремах, но дело в том, что именно жизнеспособность народу, человеку, племени прежде всего, она придавала смешение кровей. Поэтому, как говорил мой
великий учитель, профессор Пауляристы в Эстонии, в Тарту. Я буду говорить на самом великом финно-угорском языке, русском, потому что половина русских – это обрусевшие финно-угры. Я бы добавила татары, я бы добавила еще и другие народы тоже, потому что, ну, мы говорили о государстве, которое становилось, прирастало территориями, на которых жили другие народы, поэтому, да, собственно, и сами русские, которые, в общем-то, сформированы из многих-многих славянских племен и так далее, и так далее. Но я не собираюсь читать вам историю, этнографию там и так далее, но просто когда мы позиционируем себя, идентифицируем себя только как вот этот народ, понятно, что мы имеем то, что имеем. Ну вот обо мне, например, мой сокурсник всегда говорил «дючмулес». Ну, то есть я характером он никогда не воспринимал меня как удмуртку, он считал, что я, ну, побочная ветвь русских, если мягко так говорить. Потому что вот. Или то, что в Глазове вдруг считали удмуртов ватиками, то есть не просто удмуртами. Ну, во-первых, северные территории были присоединены раньше на целых 100 лет, чем южные удмурты, и понятно, что русские там тоже, в общем-то, это уже заселение земель и так далее, и так далее. Это уже историю надо вспомнить. Но мы очень разные. Мы очень разные. Да. Ну что, у нас есть кому еще высказаться, или мы уже заканчиваем? Ну, я не хотела говорить о своих таких личных историях, не очень любят. Но раз такой вопрос возникает, почему мы стесняемся своего языка? Вот я никогда не стеснялась, и я считала, что я могу говорить на своем языке. И эта история произошла буквально лет 5 тому назад. Я встретила свою одноклассницу, мы с ней с 1 класса вот дружим, мы дружим с ней до сих пор. Встретились случайно в транспорте. Едем, разговариваем, и, видимо, это очень громко. Смеемся. Потом моя подруга выходит из автобуса, и подлетает ко мне какой-то мужчина, ну, может быть, чуть помоложе меня, и говорит вот так. Мало вас, удмуртов, поубивали и давили. Вы что, тут нас убивать хотите? Вы почему говорите на своем языке? Вы знаете, я одна, я бы с Таней где-то еще это самое, не испугалась бы ничего, а тут какой-то у меня страх, как будто меня оторвали от земли, я до сих пор вот это состояние помню, и я перестаю понимать вообще, что происходит. Что вообще я такого сделала, что я разговариваю в общественном транспорте на своем языке. И ладно, там кондуктор подошла, говорит, вы что себе позволяете? А ну вышли отсюда быстро, и выгоняет этого мужчину. Вот со мной такой случай. Я уже ведь не девчонка, чтоб я стеснялась своего языка. Это было буквально недавно. Вот нас, удмуртов, ну это, наверное, политика, но гнобили всегда. Поэтому люди стесняются говорить на своем языке. С акцентом, но на русском надо говорить. Ну и можно добавить, был у меня подобный случай тоже такой же в общественном транспорте, когда я ехал в Судгу. Мы проходили Эрика Батуева, это наш национальный тоже поэт. И я взял книжку в библиотеке, мы ехали с группой студентов, и я начал декламировать стихотворение Эрика Батуева в общественном транспорте, в троллейбусе, на весь троллейбус. И тут, значит, одна женщина, мы стояли в конце троллейбуса, она на одной из остановок встала, в самом начале она сидела у водителя, она прошла через весь троллейбус, дошла до меня, посмотрела мне в глаза, сказала «дурак какой-то» и вышла. Все. То есть это был такой очень интересный момент. Может, плохо читал, да, возможно. Ну, вы же вызвали огонь на себя, естественно, чего вы выпендриваетесь? Но это то же самое, что там гармонисты начинают играть, мне тоже не всегда это нравится. И
Ну, куда уж деваться? Кто-то подойдет, скажет, а кто-то не подойдет. Но в основном же удмуртское – это непонимание. Если человек в чем-то не разбирается, то есть это сразу же создается конфликт. Он не понимает, о чем идет разговор. То есть сразу же для него это что-то обсуждение, кого, чего, может, это о нем. Это то же самое, что когда люди смеются, и тебе становится чуть некомфортно, и тебе кажется, что это говорят про тебя, или там смеются, тебя обсмехают как-то, и тебе становится некомфортно, и у тебя сразу же создается конфликтная ситуация, и ты хочешь, конечно, ее разрешить. Вот, мне кажется, все элементарно просто. Ну, к татарам, да, к чеченцам тоже. Все зависит, конечно, да, от силы нации, кто может себя отстоять. Раз и навсегда. Ну, я думаю, что данный фильм – это тоже способ, вот не только как точка на карте, но и самоутверждение, что мы есть, мы можем. Мы не только пишем музыку, мы не только можем собираться вместе, мы можем и снять хорошее, качественное кино. То есть это все одна большая, благая цель. Для того, чтобы удмурты сами поверили в себя. Не я поверил в удмуртов, не Леша, не Петя, там, не Лия, не ребята, которые здесь, а другие удмурты поверили в себя. Вот, еще одна цель. Вот. Если есть Тут минутка, и- я еще одну историю, не очень, конечно, тоже лицеприятную, расскажу про удмуртов. Давай, чем приятнее, тем лучше. Вот, у родственника бабушка работала в колхозе, и рядом с ними, то есть русский колхоз был и удмуртский колхоз. И, в общем, сейчас вспомню, как там было дело точно. То есть я начал, да, и забыл, честно говоря. В общем, тема была в чем? У всех стоял план выполнения, то есть пассивные, да, русские выполнили, а удмурты не выполнили. Но чтобы не было национального вопроса, не возникло, то есть вот удмурты именно не выполнили, у русских забрали часть урожая, то есть часть коров, там, не знаю, вот точно я не могу сказать, да, но чтобы не всплыл национальный вопрос, конкретно вот такая бабушка, в общем, она не любит удмуртов из-за такой вот истории в ее жизни. Вот. И в итоге все остались довольны, ну как, кроме русских, которые находились рядом с удмуртами, да? Вот, поэтому такая вот интересная история, я тоже недавно услышал о ней. Обычно удмурты перевыполняют. Да, вот я не знаю, по истории, точнее, по словам этой бабушки, они дико там квасили, что ли? Ну, не знаю, это вот чистые ее слова я передаю просто. То есть они гуляли, они забили на урожай, и в итоге у русских забрали этот урожай и сравняли, чтобы у всех был план. Ну, вот такая история, да. Да, несправедливости много, конечно, с другой стороны. Вообще жизнь несправедлива. Так, ну что, я предлагаю тебе заканчивать и раздавать домашние задания. Ну и кто занял там первое, второе, третье место у нас сегодня? Ой, нет, никаких первых третьих мест. Вот все, кто сегодня поучаствовали в истории, и все, кто что-то говорил, что-то делал, могут писать свое имя в фильм в качестве героя. Я потом, когда мы сделаем список героев, просто каждый выберет, кто ему нравится, и назовет его. Никаких третьих мест, все победили. Вов, а можешь кратко сразу же рассказать вот сейчас на данный момент, на каком стадии у нас идет сценарий, и историю, чтобы Татьяна ну вот чуть-чуть влилась, стала понимать. Понятное дело, мы ее будем еще перерабатывать. Ну, значит, сейчас у нас такая история. Сейчас у нас есть идея, мы определились с тем, что мы хотим снимать. Мы определились с жанром, мы определились примерно плюс-минус, как это должно выглядеть все. Сейчас мы определяемся, кто наш герой. Наша героиня – это уехавшая в Москву удмуртка, девушка молодая, 28 лет, которая возвращается на похороны отца. И вот сейчас у меня тут есть кое-какие вопросы, потому что у меня появилось несколько идей, я сейчас буду выбирать из них одну. И сейчас мы более-менее определились, что это сдержанная девушка,
которая росла в деревне, в удмуртской семье, довольно большой, у нее было 3 братьев, один погиб в лесу, не без ее участия. Вот. Ну, то есть кое-что про героиню мы узнали. Мы узнали, что началась какая-то мистическая история, которую мы еще не определились точно, что это будет, потому что эти вещи касаются сюжета. Вот. Мы определились, что она такая девушка современная, ходит к психиатру, вот, такая не верит в дикость, не верит в мистику. И, ну, как бы не стыкуется это у нее в голове, она старается всячески отрицать свои корни и возвращается в родную деревню и вынуждена их принять, чтобы ее спасти, если так говорить в общем наброски по сюжету. Следующий, у меня включен, да, микрофон? Тут я понял, что надо было сначала в этом убедиться. И сейчас, на следующую неделю, я буду заниматься тем, что я буду брать какие-то качества этой героини или какие-то ее цели, планы, мысли, убеждения, вот хорошо, когда Саша хорошо говорит про убеждения, то и ставить против них антагониста, который в истории будет бороться с ней за это качество. Например, там будет брат, который очень удмуртский удмурт, мать. Вот я специально спрашивал про деревенскую женщину и как она с детьми обращается, потому что, мне кажется, я задействую этот образ в истории матери. И выстроив этот мир героя, это называется мир героя вокруг персонажа, можно будет начать придумывать сюжет, как герой в каком порядке сталкивается с ними, как растет, меняется за счет этого. То есть сейчас мы разбираемся с тем, кто будет действовать в истории. А сама история только какие-то общие контуры есть, что да, это возвращается девушка, она современная, она не очень там уважает все эти традиции, и вот она сталкивается с такой силой мистической, мифической, вернувшись домой на похороны. Вот на такой стадии это все сейчас находится. Скажите, пожалуйста, а отец знал? Вы сказали, что она была причастна к гибели брата, да? Каким образом? То есть или виновата в чем-то, без вины виновата? Или что? Была такая идея, что она в лесу, они собирали ягоды, она его потеряла, и он не нашелся никогда. Ну, то есть она потеряла младшего брата в лесу, и он так и никогда не появился, никто не знает, он жив, умер, не нашли. И она считает, что это ее вина, потому что она с детства была очень ответственная девушка, ей поручали брата, потому что она была очень взрослая и ответственная. А она не выполнила это задание. И она все время от себя бежит. Она все время себя осуждает. Я думаю, что, может быть, у нас будет даже какой-то эпизод, что она себя как-то наказывает постоянно за это. Вот. Она возвращается в это место, где ее боль главная сосредоточена. И вот вокруг фигуры отца, который ей не простил. Ее никто, то есть ее отец не простил, ее мать не простила, она сама себя не простила. И вот она возвращается в это все. Но это пока мне еще буду думать об этом, потому что, возможно, будет немножко по-другому. Ребята на одной из прошлых лекций рассказали историю, что были ребята, которые парнишку привязали к хвосту лошади, и он умер. Люба, ты же рассказывала, да? Я правильно помню? Лия рассказывала. Лия рассказывала, я просто не это. И то, что после этого все здоровались с ними, то есть никого даже, я тоже подумал об этом, что, может быть, они как-то пережили это. Но мне бы хотелось, чтобы это был конфликт, я сейчас расскажу, про девушку, которая, младшая в семье и во всем виновата крайне всегда. Вот то, что сейчас вы говорите про Удмуртию, мне просто такой образ представляется, как персонажа, что человек, который во всем, неправ. Он родился неправ, он живет неправ, он языком своим неправ говорит. Он от себя бежит, вот это внутреннее ощущение младшего брата, который постоянно должен в подчинении каком-то находиться, при этом быть очень правильным и сдержанным, но мне вот через такой образ понятнее. Вот. И мне хочется рассказать историю про то, что человек берет контроль как раз. То есть да, я согласен с тем, что то, что я говорю про то, как я это считаю, это то, что вот мы говорили про колдунов, что какие-то не очень хорошо этим управляются. Это очень утилитарно, что вот взял, помахал палочкой, дождь пошел. Но я говорю скорее о другом, о глубинной связи со своим народом и с природой. О том, что ее нельзя никогда до конца утерять. Человек, который до конца утерял, он, с одной стороны, может быть, себе облегчил в чем-то жизнь, но он стал слабее. Я хочу рассказать историю про человека, который потерял эти корни, обрел их и стал сильнее. Интересно. По поводу младшего, это может, как говорится, в дело не пойти вообще, но младших всегда очень любили в семьях.
Это самый заласканный ребенок, и он обычно и вырастал как-то, ну что ли, безответственным, с одной стороны. Да, всегда возлагали на старшего всю ответственность, на старших. Так, и вот может быть Ишан как раз включить, подумайте, пожалуйста, может быть Ишан, то есть вот это вот как бы ситуацию, раз отец, ну они знают эту ситуацию, братик потерялся, и вот когда уже похоронили отца, то есть вот она выходит, может быть, во двор или куда, и вот этот ужас, потому что пришел дух, то есть, вернее, как бы душа отца, которая вот буквально ее заставляет снова вспомнить ту ситуацию, потому что он даже не появляется в виде фантома, это такой, человек испытывает вот этот вот ужас, что кто-то есть, вот, бывает же такое, да, вот кто-то есть, который тебя сейчас вот схватит буквально, и вот это все связано с прошлым, может быть, это как раз и душа того ребенка, который потерялся, и душа отца, которые переплетаются вместе. Я не знаю, я просто сейчас размышляю. И, может быть, тогда, если хотите вы ее как бы наказать, или она сама себя наказывает, она идет в этот лес, но не так напрямую, может быть, потом. И вы знаете, обычно как говорят, что как бы кровь попьет об отпущении, да, это место, особенно матерям есть такое поверье, и это подтверждается жизненными ситуациями, когда, в общем-то, именно в лесу, скажем, погибает человек, ребенок, пусть даже уже юноша, и, как говорят, кости, то есть это место, кровь, она приводит мать на это место. Понимаете, вот, и находят останки человека, то есть не найти, как бы вот в удмуртском обществе, вот в той ситуации, это очень странно вот, для сюжета, потому что его должны были найти. А если не нашли? Значит, его, ну, вообще-то должны были найти, но хотя бы в другом месте. Это когда леший водит и обучает как раз колдовству вот этого ребенка. Почему его не нашли-то? Значит, водят над лесом, водят по тропам, водят по, как бы обучая. И обнаруживают такого человека, уносит вихрь обычно, или сам леший, который ходит в вихре, и обнаруживают его или на дереве, или еще где-то сидящим, или в другой деревне, или в поле там, и так далее, и так далее. То есть вот какие-то такие нюансы, но сколько лет прошло, косточки должны найти. Вот может быть сейчас, да, и вот, то есть вот когда она уже возвращается в таком возрасте, вот это вот как бы вот тот, переживая вот этот ужас, может быть, она сама это место и найдет. Не знаю. Я маленько запутался. Леший, который водит этого младшего брата, это образно, то есть с душой он играет, собой этого показывает? Нет, или это живой человек? С живым человеком. Ну, то есть он его может водить на протяжении скольки-то лет? Ну вот нет, это просто такой мой сюжет. Он потерялся. Почему? Потому что он маленький, он не смог найти там, например, да, или и так далее. Или, например, история моей бабушки. Вот они пошли в лес за ягодами, и она устала и прилегла и уснула. Девчонки, все подружки ушли. Подружки ушли, и ее разбудил какой-то очень высокий человек, как она потом рассказывала. Но вот если человек в лесу теряется и потом возвращается, все говорят, что вот его водил леший, и он приходит больной. И вот если заболевает человек в лесу, он уже не выживает. Вот он даже если вернулся в деревню, да, он все равно погибнет. Потому что там произошел контакт вот с этим потусторонним миром, поэтому, но здесь, и вот как раз бабушку мою разбудил какой-то высокий человек и сказал: иди домой. Она пришла.
Она пришла, но потом женщины в деревне стали говорить, вот матери моей бабушки, значит, там обращаются к ней: ты что, не видишь, что у тебя дочь больна? Тебе жалко, как говорится, четвертную там самогона, водки, чтобы пойти и ее вылечить. Ну, это имеется в виду к лекарю, да, пелячкищ, то есть знахарю. А всегда же наговаривают или нашептывают, вернее, на жидкость. Это или вода чистая, родниковая, которую сам должен привезти, или это... Сейчас обычно на водку всегда делают, потому что считается, что это чистая вода. Вот. То есть ее вылечили, не вылечили, но у нее были проблемы с головой потом у бабушки. Ситуация вот такая была. Это вот я вспомнила про бабушку свою. А можно вопрос по сюжету, Татьяна, сразу? Да? А если бы, могло так быть, что они не смогли найти кости, не смогли найти останки, и чтобы в деревне плохого не говорили, нашли какую-нибудь косулю и сказали, что это он, заколотили в закрытом гробу и похоронили, но это не его кости. Могли так сделать они? Нет, они скорее бы сделали кинотаф, то есть искусственную могилу, просто для того, чтобы иметь в виду, приходить и оплакивать это, потому что вот, например, на погибших солдат или ушедших на фронт и не вернувшихся. Как еще раз, простите, как можно по буквам? Кинотаф? Кенотафы. Кенотаф. То есть искусственную могилу, где никто не захоронен. Где никто не захоронен, но это как бы место, куда должна прилетать душа погибшего, хотя останков его там нет. Но это возможность для живых прийти на кладбище и оплакивать, вспоминать о погибшем. За оградкой Нимтемшай и так далее, это может быть и за оградкой, или может быть на старых каких-то кладбищах уже заброшенных. Но, в принципе, это могло быть и внутри оградки. Это за оградкой делать для самоубийц и так далее, это уже и в христианской культуре тоже. Спасибо большое. Это Кажется, вот будет тоже как и сделано. интересно. Да, самоубийство как-то отдельно у удмуртов и у русских похороны. Ну, вот еще особенность удмуртского характера, может быть. Вот почему мы говорим уйти от проблемы, то есть не быть. Какая-то ситуацию, которую нужно решать. Вместо того, чтобы ее решать, я ухожу из жизни. Вот. Но поскольку это считалось естественным, и, видимо, какие-то глухие отголоски, опять-таки, мифологического восприятия, что смерти как таковой нет, я ухожу, но я ухожу в тот мир, в котором, в общем-то, потом могу вернуться в ребенке, родившемся новом, так сказать. Вот так вот. То есть, можно еще вопрос, Татьяна? Да. Простите, я просто перебью, мне это важно знать. Могла ли эта могила находиться не во дворе, в самом дворе в деревне, или в лесу, не где-то вне кладбища? Нет. Только на кладбище? Потому что, вы знаете, мир живых – это мир живых, а мир, говорится, умерших – это особый мир. Почему ограждали всегда кладбище? Это особая территория. Вот. И еще были, скажем, кладбище – это уже другое, то, что так называемое безымянное кладбище, куда хоронили некрещенных умерших младенцев, очень же много умирали, да, и вот тех, кто как бы погубил там себя, но это уже очень такое позднее, опять-таки, восприятие, потому что если человек, как говорится, крещен, то вот его уже не хоронили внутри кладбища, а за кладбищем. А когда во сколько лет крестят, могли покрестить мальчика? Он мог быть некрещенным, когда пошел в лес с сестрой, если ему было лет 5? Но дело в том, что это опять-таки современная ситуация, раз она учится в Москве, это уже все равно, как говорится, крещенный ребенок, да? Нет, простите, нет, мы сейчас говорим о том, что она все-таки дочь знахаря. То есть я думаю, что... Да, она дочь знахаря.
Ну, Могло такое быть? То есть я думал, что он знахарь и такой удмурт, а у него жена, ну, мать героини, она такая православная. И, ну, вроде, ну, как она не до конца полностью, но так немножко есть не это. И идея в том, что могла ли она тайно крестить этого ребенка? Ну почему нет? Или это был... Вполне реально. А его потом Леший забрал. Единственного крещеного в семье, потому что он Ну, самый любимый. крещеного Леший забрать не мог, вообще-то, в принципе. Ага. Потому что это уже миры противопоставлены настолько, что... хотя почему нет? Не знаю. Пока не знаю. Искусственные ситуации, да, ну, искусственные ситуации не могут для фильма быть. Но, во-первых, Пуно, наверное, бы и не женился на... Вот, понимаете, два, как бы, опять клана в деревнях было. Вот родовая организация, которая делилась на две части, как бы на две половины. Одна половина была хранителями, скажем, Куалы, то есть родового святилища, а одна часть – это хранилище, святилище, которое было за пределами, то есть это было поклонение природе, Луд или Керемет. Вот два клана как бы, и причем даже не разрешали брать в жены, вот скажем, тот, кто из клана Буджинкуа, из клана Луда. Но я знаю такую семью, знала, вернее, их уже нет в живых, когда он настолько любил, значит, эту девушку, что вопреки, значит, мнению родителей, он все-таки взял ее замуж. Вот. Было такое. То есть не может быть брака у Пуно и православной? Для кино может. Нет, давайте мы все строго мы. Тут никаких этих, я не настаиваю, мне просто интересно. Если нет, то нет, я просто не буду это делать. Но вы знаете, может быть, сыграть опять-таки на противостоянии уже язычества и христианства, когда... Да, я именно это и хотел сделать. Вот, тогда какой ход может быть? Может быть же так, что, как говорится, поженилась пара, да? И обычно же знания это передают. Женщина там, скажем, кому-то, но для этого нужно, вот это, для того, чтобы передать это знание, нужно взять какую-то вещь. Вот перед смертью, когда, значит, знающий чувствует, что он уже уходит, а уходят они очень тяжело, вот, ему нужно передать свое знание через какой-то предмет, который он передает в руки другому человеку. И тогда и не взять это нельзя. Может быть такой ход, когда вот этому мужчине передает его отец уже после того, как он женился. Я не знаю. То есть вот чисто по такому сюжету, и поскольку он не может отказаться, он принимает это на себя. И, собственно, вот эта кара, когда вот как бы вот идет столкновение между язычеством и христианством, и вот из-за этого, и может быть в этом причина смерти этого ребенка. Это тоже может быть. А можно вопрос? Да. Кому? Вов. Наверное, тебе. Вот наш знахарь может, вот нарушив все традиции эти знахарские, вот про искусственную могилу меня цепануло, не на кладбище, а вот у себя в хозяйстве, вот у него ребенок умер, отцовская любовь, все такое, и он, несмотря ни на что, вот делает эту искусственную могилу у себя в хозяйстве. Он не может это сделать у себя в хозяйстве. Он не может. Я и только что говорила о том, кино? что это смешение даже для кино. В данном случае это Ну, вот вообще из если ряда он вон. переступает через себя, как бы. Не, он же не тело прячет, он искусственную могилу, чтобы вот из-за отцовской любви, надеясь и веря, что вот душа сына будет прилетать вот к нему домой. Так она и так прилетает в определенные дни года.
Ну, соиз урод юслеш, жоб юслеш, Не, ну чтобы это не та нахрен душа, вот перешагнул которая... через себя вот это конфликт Ну, так это же внутренний, не чтобы... те... Это не те И мертвые, тем которые- самым он как-то, ну, нарушил все. Видишь, я бы рад так сделать, но наука говорит нельзя. Меня эта идея тоже зацепила, я тоже подумал, как это было бы жутко, но нет, нельзя. Такая вот сценарная работа. Хотя помните, даже из нашей современности, когда погибший весь класс в Молдавии, по-моему, что ли, похоронили во дворе школы. Это вот из недавней нашей истории. Жесть. Ну хорошо, нет, давайте мы будем следовать Тоже науке. такое. И Вот как нельзя, раз значит там нельзя. всё. Знаешь, что мы можем сделать? Мы не обязательно должны делать эту настоящую могилу. Может быть, она ее увидит ночью, пойдет, и вот она. А она тут не должна быть, а она тут вот она выкопана. Почему? То есть это же уже, ну, жанр, он предполагает такие вещи возможны. Ну, то есть она увидела, вот, и послала видение. Но это может быть в предполагаемом месте, может быть, отец как раз сделал эту могилку там в лесу, вот этот кинотав, да? Это могло она сделать. Мог сделать в лесу? Ну, давайте, раз это кино, давайте сделаем. Нет, давайте мы будем Но слушать дело науку. в том, что и это как бы вот это видение, то есть вот это вот ощущение страха и жути и так далее, приводит ее, в кавычках опять-таки, на место преступления, где она обнаруживает вот эту могилку искусственную. А отец мог сделать вокруг не искусственную могилу в лесу, а мог он сделать что-то вроде коалы там? Какое-то жертвенное место, куда... Ну, коала это запретное место могло быть? святилище, оно не может быть. Хорошо, а мог отец построить вот в лесу какое-то подобие, я не знаю, игровой площадкой для своего сына, для души своего сына, сделать ему... Нет, я понимаю, что это звучит дико, сейчас попробую сформулировать. Мог ли он сделать место, в котором бы он мог общаться с душой своего сына, в лесу построить место запретное, куда никому ходить нельзя? Могло быть такое? Ну, он может просто прийти к дереву какому-то, мне кажется, строить там что-то. Вот, не строить, ну, допустим, повесить какие-то вот там эти вот костяные деревянные штуки. Ну, костяные, это дерево жертвенное, когда поминовение там после года, но это поминают только стариков таким образом, то есть умерших родителей, когда умирает кто-то из родителей. Вот, например, я, когда умерли мои родители, я должна была для матери через год, там, через 3, через нечетное количество лет принести в жертву корову, а для отца, скажем, лошадь. Вот. Но это именно для предков, которые вообще вот стояли за моей спиной, поминая вместе с своими родителями все 77 поколений предков, которые стоят у меня за плечами. Это к ребенку никакого отношения не имеет. Мы же начали разговор с того, что при рождении дается дерево, правильно? И его называют именем. Он же мог к этому дереву прийти. Вот я и говорю, вот что, может быть, он к дереву просто приходит, которое выбрано для ребенка, как его дерево. Причем вот такие деревья, знаете, как заместитель души. Вот это дерево всегда заместитель души человека. И когда вот рекрут, например, уходил в далекую дорогу, да, точно так же, как в русских сказках, когда герой оставляет в доме или свою рубаху, или полотенце, когда на ней проступает кровь, значит, с ним что-то произошло. Вот здесь то же самое. Срубали верхушку ели, так, чтобы эта ель росла. То есть какую-то вообще вот ель росла, и ель с обрубленной верхушкой, или ошкуривали кору для того, и все-таки тоже, чтобы дерево росло. Если оно засыхало, значит, человек погиб. Вот может быть дерево, которое или посадили, нет, не посадили, просто в лесу нашли, и он приходит и узнает, как вот то дерево, он приходит и узнает, что это, увидит, что это дерево высохло, да, и
То есть ребенок погиб, то есть его уже искать не надо. Вот. Бывает же такое, как бывает, вот Ишан опять-таки, когда, например, рябина зацветает или дерево, яблоня зацветает осенью. Вот оно отцвело весной, а потом еще зацветает осенью. Вот так вот в жизни, например, у нас была ситуация, когда женщина погибла вместе с 3 детьми. Вот дерево, которое она посадила, цвело осенью. То есть, и, конечно, связали эти 2 ситуации. То есть вот такое поверье существует. Вов, а нам не интереснее для фильма сделать неправильного знахаря, не такой вот, как он сейчас. Вот, допустим, ну я правильно, у меня заклинило на этой искусственной могиле просто. Вот он всю жизнь правильно, ну, знахарем был, но вот случилась беда с сыном, его не нашли, сестра его там похерила в лесу. Он делает эту могилу тайком от всех, но при этом никто об этом не знает в деревне. Он для них остается таким правильным знахарем. Вот. Но у него есть свой скелет в шкафу при этом, что вот он когда-то вот, из-за отцовской любви вот, пошел на такой шаг, перешагнул через все каноны знахарские, но при этом он пытается быть еще для своих правильным. Значит, у меня такая идея. У тебя же есть мой контакт? Он Да. там и обозначен в группе. Просто напиши мне в сообщении свои мысли, как в любой форме, свободной. Обсудим. Я просто сейчас не готов на эту тему спорить. Мне нужно самому обдумать это. Ладно, ну я То есть у тебе меня сейчас еще писал, вопрос. сейчас допишу. Да, я это и говорю, что типа, есть же контакт, вот, пиши. Все, принял. Вот. Прям, это, кстати, всех касается, у кого есть идеи. Просто проще пишите, если не высказались. Напиши, Дарали постоянно не пишет, он с Сашей мы приписываемся постоянно. Ну, если мне пишут люди, с Владом мы общаемся, с Сергеем мне пишут. Вот. Вау. Короче, можно я подведу итог? Да. Да, ребят, я просто невероятные чувства сейчас испытываю от того, вообще, какой уровень людей приходится иметь дело. Фантастические истории. Вот даже когда ты сказал, выбери 3, я даже не знаю, что выбрать. Потому что все они полны болью, и все они полны желанием быть услышанными. Я хочу сказать, что я вас слышу. И я очень постараюсь сделать так, чтобы вас услышали все. Вот, я просто в полном восторге. Мне нравится, как развивается наше творчество, и куда это все идет, и каким мы уже уровнем мысли обсуждаем. Вот, пожалуйста, а давай это будет шаман такой-то, а давай это будет это. Это уже просто очень глубокий уровень понимания всего. Я вот вам задавал вопросы, и я тоже просто вижу, насколько вы проникнуты этим всем. И я просто счастлив снова каждое воскресенье вечером. Я чувствую невероятное счастье от того, что я с вами работаю. Вот. Значит, снова повторяем домашнее задание, что мы хотим принести в фильм. Да? Вот у нас есть какая-то кубышка, куда можно положить что-нибудь, что хочется. Памятная коробочка, как делали, вы знаете, в советское время, где все школьники собираются, кладут капсула памяти. Вот что в эту капсулу памяти по имени сценарий, по имени фильм вы бы хотели вложить, мы поговорим об этом в следующее воскресенье. И к тому времени я запишу лекцию по миру персонажа, где буду на основании ваших историй в том числе придумывать, как они будут соотноситься с главным героем, какие конфликты, разберем это тоже по системе. Я очень вам благодарен, я очень горд и счастлив с вами работать. Вот такой итог. Спасибо, нам также приятно. Круто, я рад, что у нас новые лица появляются, и старые остаются тоже с нами. Это отлично. Что, да, фоточку? Вов. Фоточку? Фоточку нам, да, пошлите делать обязательно фоточку. И, ребят, кто что-то, если не может даже здесь сказать, о чем-то личном, бывает такое, можете написать мне. Либо сразу же напрямую. Или мне. Да, Вове, пишите Вове. Я просто, правда, я серьезно, это не потому, то есть уже просто уже 2,5 часа, и я уже плохо воспринимаю. Это тоже надо иметь в виду. И кто не успел высказаться, просто напишите лично. И вообще я всем отвечаю, ребята не дадут соврать. Все обсуждаю, все пишу, все говорю. Ну все, Вов, спасибо.
На связи. Спасибо, Онлайн. Влад, спасибо, ребята, спасибо, Татьяна, спасибо, Вова. Всем спасибо. Спасибо, Рима, спасибо, Людмила. Все просто шикарные космические ребята. Спасибо, что вы даете возможность с вами быть в этом многообещающем проекте.